частенько снимаю документальные фильмы. Вот Уфа для меня близкий город. Я не родился, а жил после рождения. Второй город был Дюртюли. Это папина родина. А в Уфу, в общем-то, у меня здесь корни, родственные связи. И я просто люблю этот город. Для меня он как и Ижевск, и, наверное, как Севастополь. Таких 3 любимых ключевых города, которые я люблю посещать. Там раз в году летом приехать погулять, повидаться с родственниками и просто насладиться погодой. Сегодня май, конец мая, вот теплеет, и я бы хотел сделать подарок такому городу, рассказать свои впечатления, свои эмоции, но при помощи вас. Здравствуйте, я рад вас приветствовать в нашем прекрасном городе. Меня зовут Юлия, я вам проведу экскурсию по самым замечательным местам нашего города. Мы находимся сейчас у памятника, даже это целый мемориальный комплекс Минигали Мингазовичу Шаймуратову, нашему герою. Сначала он был народным героем, то есть в годы Великой Отечественной войны он погиб, но, к сожалению, в общем, он погиб трагически, и долгое время материалы по этому делу были и засекречены, и была некая неразбериха. И уже только благодаря главе нашей республики Радиу Фаритовичу Хабирову открылся этот мемориальный комплекс, и благодаря Радиу Хабировичу наш герой, народный герой, получил звание Героя Российской Федерации. Он прошел войну Великую Отечественную, на фронтах Великой Отечественной войны именно выступал на Брянском фронте изначально. И вот здесь вот мы можем на этом рельефе увидеть, как командир, это был командир 112-й кавалерийской дивизии, прошел от Брянска до Дебальцева. В рейде под Дебальцево он погибает. В глубоком рейде. Но его бойцы 112-й кавалерийской дивизии прошли вплоть до Берлина. И мы видим как раз-таки здесь, на рельефе, Рейхстаг поверженный. Видим как раз-таки наших воинов-кавалеристов, которые устремлены ввысь, вдаль. И сам Минигали Мингазович Шаймуратов сейчас запечатлен в атаке. Он в бою. Скульптор Салават Щербаков долго думал, как же изобразить нашего героя. И решил, что самый удачный момент это будет в атаке. Здесь на рельефе мы видим душу башкирского народа и ее историю, мифы. Обратите внимание, сначала первыми идут юрты. Да, башкиры – это полукочевой народ, живущий на юге Южного Урала, здесь, в самом центре Евразии. И здесь мы видим юного Минигали Мингазовича, играющего на гармошке. Башкиры очень творческие люди, очень любят музыку, музыкальную культуру. Также мы видим с вами и наш национальный музыкальный инструмент – курай. Правда, он изображен как растение, он еще растет. Далее, обратите внимание, около воинов мы видим с вами чуть правее от центра на крылатом коне Акбузате Урала Батыра. Это герой, тоже народный герой, эпический герой, даже лучше сказать. Как раз-таки Урал-Батыр – это эпос, в котором добро побеждает зло. И вот здесь, на своем крылатом коне, Урал-Батыр смотрит на нас и на как раз-таки этой мифологии, на мифологии добра, на эпосе о добре рос Минигали Мингазович. Далее мы видим с вами уже исторические моменты. Здесь представлены войны, как раз-таки войны 1812 года. Наши воины здесь представлены как конники, и действительно так и было. Боевым оружием им служили лук и стрелы. Как раз-таки лук и стрел, за это боевое оружие их французы прозвали северными амурами. А далее за северными амурами, их здесь двое, мы видим
Салавата Юлаева, тоже борца за справедливость для башкирского народа. В эпоху землевладения как раз-таки он защищал земли, национальные интересы. А также мы видим здесь знамена. Это знамена 112-й кавалерийской дивизии. Наши кавалеристы, как я уже говорила, прошли от, получается, Брянска до Берлина и смогли сохранить свое знамя, поэтому, в общем-то, они остались, да, в нашей истории, как вот как раз-таки герои, 78 героев, как раз-таки 78 героев Советского Союза, и 79-й это наш Минигалим Мингазович Шаймуратов. Он герой России. Сейчас мы как раз-таки видим, слышим с вами звон, каждый час доносится до нас. Это звон на мотивы песни, национальной песни «Шаймуратов генерал». Отлично. Я здесь вижу две в столице брали башкиры. Вот здесь триумфальная арка Париж. Да, Те самые купидоны. Да, северные амуры. Северные амуры, да. Злые купидоны, их так называли. Злые французы, купидоны, да, север. Изначально злые купидоны, потом же северные амуры. Да. Это прозвище, в общем-то, как бы сохранилось за башкирами. Да, и с той стороны символично Рейхстаг. Да. Вот. В общем-то, 2 раза башкиры брали две столицы крупнейшие в двух отечественных войнах, Да, получается. двух отечественных войнах, Да, да. что символично, да, памятник как воле, духу и борцам и за свободу, и... За свободу, за жизнь, да, на вот я нашей земле. просто был недавно, позапрошлом году в Новосибирске. Они гордятся со своими сибирскими полками, воинами, которые сдерживали натиск, когда все было трудно, там 41-42 год. Но здесь тоже вот народу есть чем гордиться своими воинами, своими смелыми и великими людьми. Обратите внимание на нашу колоннаду. Она создана из нашего мрамора. Это мансуровский гранит. Не мрамор, гранит. Это мансуровский гранит. Как раз-таки из Учелинского месторождения. Мы находимся в арт-квадрате. Давайте. Это известное место молодежи, тусовки творческих людей, музыкальных. Я думаю, здесь проводятся какие-то концерты, танцы, люди рисуют и отдыхают. И вот здесь, наверное, представлена такая дальняя история этого места, купеческого места, я думаю, тут религиозного центра. И вот известный человек, который основатель вот этого всего, заложил, наверное, первый камень в это место. И, пожалуйста, расскажи. Да, это перед нами купец Абдулатиф Хакимов. Купец приехал из Вятской губернии. И что интересно, он выкупает здесь достаточно большое пространство для своей усадьбы. Можно даже сказать, целой резиденции. И в его доме, в его усадьбе была даже мечеть. Вот как раз-таки мы видим купол домашней мечети. Также обратите внимание, здесь он изображен стоящим и смотрящим на все происходящее. Это Уфа 100 лет назад. Это улица 100 лет назад. Улица называлась Пикетовской, а сейчас Мустая Карима. И как раз-таки на этой улице, благодаря тому, что купец Хакимов выкупил участки и решает построить там мечеть. Причем мечеть как раз-таки с 2 минаретами. Да, обратите внимание на наши колодцы. Почему это пространство называется арт-квадрат? С одной стороны проходит улица Коммунистическая, с другой Мустая Карима, с третьей Чернышевского и с 4-й Ленина.
в этом как раз-таки квадрате сохраняется застройка 19 века и как раз-таки является исторической достопримечательностью. Сейчас пойдем вот так вот. Мы находимся как раз-таки возле мечети, которую построил купец Хакимов. Обратите внимание, она необычная, она двухминаретная. На самом деле минареты нужны для того, чтобы призывать к верующих к молитве. Мулла читает азан, призывая людей к молитве. 2 минарета в этом случае не надо. Можно иметь только 1 минарет. И вообще бывают мечети без минаретов. Но 2 минарета это было статусно. Обычно бывают мечети бывают с двойными минаретами, то есть с парными минаретами. И только мечеть в Мекке, заповедная мечеть, имеет 9 минаретов. Больше 9 минаретов нельзя, получается, строить, изготавливать. В нашем случае у нас это первая мечеть с 2 минаретами. Есть также мечеть Ля-Ля Тюльпан. Она появилась у нас в 1998 году и была по образу и подобию создана по Хакимовской мечети. Стоит отметить, что Хакимовскую мечеть стали восстанавливать совсем недавно. Минареты в советское время были убраны, и мечеть использовалась для разнообразных учреждений в советское время. Понятно. А вопрос такой, это не первая мечеть в городе? Не первая. Первая у нас тоже в центре находится, называется Первая соборная мечеть. Не, она сохранилась. Она сохранилась, да, до сих пор. Из Венеции. И Павел Пономарев, это главный дизайнер арт-квадрата, он как раз-таки создал эти мозаичные панно. Давайте посмотрим. А мы еще проходим мимо дома коммуна. О, это... Помните, да, дома коммуны в 30-х? Годах, конечно, помню, это 20-х, история, 30-х, да. да. Когда все общее, включаешь жен. Да. Вот этот дом коммуна был построен. Они, да, хотели коммунизм построить прямо разово, рывком. Да, построить коммунизм, и даже мы по окнам видим, что там нестандартная постройка. Не как там в хрущевках, например, да? Ну, хрущевки это уже 30-й этот, как его называется, он не неоклассицизм, как назывался, очень интересно. Конформизм. Да, неоконформизм. И я такие дома видел в Питере, 2 таких всего дома. В Москве, понятно, есть несколько домов, и вот, да, И в Уфе есть. в Уфе да. есть, класс. Обратите внимание, здесь мы видим велосипеды. Это знак того, что наш город любит туризм, велотуризм. И мы все, почти все уфимцы, да, Отлично. ездят на велосипедах. Прекрасно. Особенно учитывая наш ландшафт, мы на 7 холмах. Но мы такие спортивные. Ижевск вообще имеет 1 холм, там Свято-Михайловский собор и, в общем-то, зато равнина. И кататься удобно. Кстати, Ижевск, да, он хорош для велосипедистов. Я ожидал, что будет попроще, но нет, прямо с дорожками. Уфа вообще замечательно. Я всегда приезжал на моноколесе покататься и прям, кайфанул здесь, особенно вечером. Но она длинная, то есть я ехал, километров 15-20 вдоль Белой. И куда-то далеко уехал. Потом обратно столько же возвращался. Часа 2, наверное, туда, часа 2 обратно. Хорошо так прокатился, и мне понравилось. На машинке здесь тяжеловастенько. Для меня непривычно после других городов. Хотя Пермь, наверное, показался еще более тяжелым по перемещению. Уфа тут тоже специфика, надо привыкать. Еще непонятно с парковками. Класс. Мы сейчас находимся у чая-развесочной фабрики.
компании «Вагау». Фабрика называлась «Караван». И здесь на мозаичных панно показана жизнь основателя, а также самой династии Вагау. Первое панно нас отсылает к тому моменту, когда он приезжает в Россию. Он едет в дилижансе из Европы, из Германии, едет мимо Смоленского Кремля. Дальше он устраивается в Москве курьером. Обратите внимание на панно. А впоследствии он уже владеет, акционер Белорецкого завода. Да, человек смог построить себе карьеру. Акционер Белорецкого завода начинает думать о том, что нужно создавать свой бизнес. И как раз-таки дальше мы видим с вами железную дорогу. Это была узкоколейка от Белорецка до Златоуста. Далее мы видим с вами строительство чайно-развесочной фабрики в Уфе. Далее мы видим с вами панно «Чай». Там наши уфимцы сидят и пьют чай из фабрики «Вагау». Даже там мы можем увидеть улица Уфимская. Улица Уфимская сейчас это улица Чернышевского, которая как раз вот тут рядом находится с нами. Отлично. А следующее панно это мы видим с вами автомобиль. Они одни из первых, кто в нашем городе купили автомобили, а также их поставляли в Россию. Следующее панно нам рассказывает о том, что они эмигрировали после революции. После революции в этом здании тоже находилась чайная фабрика. Потом она переехала в Зеленую рощу, а на ее месте был обувная фабрика, где изготавливали не только обувь, но и ценные галоши. По тем временам очень-очень нужная обувь. Понятно. И, в принципе, я так понимаю, судьба у него сложилась хорошо, он там остался жив, здоров и Да, он не остался пострадал. жив, здоров и не пострадал. Ну, его семейство имеется. Ну да, я имею в виду. Ну да, предприимчивый человек, умеет ловить тренды. Молодец. А мозаику делали до революции или после революции? Это недавно сделали, это как раз-таки Хронология его. да, творение главного дизайнера Павла Пономарева. Все, понял. А здесь, обратите внимание, самая узкая улочка нашего города. И называется она улица Любви. Да, здесь можно идти парой, прижимаясь друг к другу. Разворотик. На попу купидончик. Да, это замечательная картина, рассказывающая о нашем национальном музыкальном инструменте. Это курай. Курай – это разновидность флейты. И художник, чтобы показать нам, да, насколько приятны звуки курая, изобразил лилии. На самом деле курай – это эпически мощный, слышный далеко в степи музыкальный инструмент и был излюбленным музыкальным инструментом жителей Башкортостана, коренных жителей Башкортостана, башкир, так как когда ходишь по степи, пасешь скот, хочется иногда поиграть на музыкальном инструменте и играешь, и очень далеко, хорошо слышно. Шаляпиным с творчеством я знаком, у меня мама музыкальный работник была, вот, честно, я его не слушал, но я был в Кисловодске в доме музея Шаляпина, он там долго жил,
Вот у вас он, я смотрю, тоже побывал. Да, но именно свой творческий путь он начал с нашего города. В 1891 году он сюда приезжает вместе с труппой Самарского и начинает свою сольную карьеру именно у нас. Дело в том, что заболел оперный певец Галька Матюшко. Заболел и не смог выйти. Ему предложили за 2 дня до намеченного концерта выступить, до намеченной оперы выступить. И он выступает, производит неизгладимое впечатление на жителей нашего города. И именно с этого момента начинается его творческий потенциал раскрывается, его творческий путь начинается. И мы находимся у здания дворянского собрания, где он как раз-таки и выступал. В этом здании долгое время находился ларец, который подарила Екатерина II жителям нашего города. Жители нашего города, дворяне нашего города смогли отстоять город от войск Емельяна Пугачева и были вознаграждены царственным подарком. Оперный театр. Сейчас это оперный театр, но строился он в начале 20 века по инициативе губернатора Ключерева, Народный дом имени Аксакова. Наш земляк Сергей Тимофеевич Аксаков написал уникальное произведение, восхваляющее природу нашего края. И к 50-летию со дня его смерти начали строительство. Построили к 1914 году, но там еще не было внутренней отделки. Первая мировая война как раз-таки не дала зданию до конца достроиться, но все же там располагался госпиталь во времена Первой мировой войны. Потом уже после революции здесь появился именно как вот общественный дом, да, здесь находилась и библиотека, и сцена для выступлений. А с 1938 года сюда въезжает оперный театр. Отлично. Я видел фотографии 1908 года вот здесь вот в этом, как называется, диапроекторе. Да, в 908 он выглядел не очень симпатично. Видимо, долго собирали деньги на долгострой. Очень долго собирали деньги. Собирал губернатор, его администрация. Брали у купцов, у всех желающих, всем, точнее, объясняли, почему это здание ценно. Предполагалось, что там будет библиотека, что там будет театральная сцена и, в принципе, разнообразные, да, кружки для детей. Ну, это такой, получается, долгострой, но до революции успели достроить его. Успели достроить, да. Ну, отлично, да, благодаря иначе бы... этому строили изначально в стиле Ренессанс, но сейчас уже специалисты говорят, что это неоклассицизм. Ну, действительно, здесь возможно несколько направлений. Часто такое было в городе Уфе, что, особенно в домах купеческих построек, соединяли разнообразные стили. Понятно. Ну что ж, давайте с легенды начнем этого города. Расскажите, пожалуйста, про эту легенду. Эта легенда поэтична и трагична. Это о прекрасных юных девушках. Юные девушки, к сожалению, так получилось, попали в рабство. Да, их угнали враги, напавшие на их деревню. И вот в один момент им удалось сбежать. Но бежать было сложно, так как обязательно, да, в те далекие времена, это еще такая очень древняя эпоха, сыпали конский волос, делали рану на ступне, туда сыпали конский волос, она потихонечку зарастала, и человек не мог далеко убежать. Это делалось, конечно же, специально. И вот наши юные девушки, оказавшись пленницами, выжили после такой, да, операции сложной, скажем так, и все-таки решили сбежать.
Но сбежать далеко они не смогли. Они убежали к ближайшему озеру. И там у озера они станцевали свой, к сожалению, последний танец и прыгнули в это озеро. И считается так, что озеро их тут же отправило на небо. И теперь на небе сверкает созвездие Большой Медведицы. Ковш Большой Медведицы, состоящий из 7 звезд. Как раз-таки 7 сестер. Понятно. Я в «Червоном страннике» читал. Вот он также попал в плен каким-то кочевым народностям. Но он выбрался. Он встретил индусов, которые дали ему огненную землю. И при помощи огненной земли он смог извлечь из ступней этот конский волос. Да, это очень такая древняя традиция. Вот, ну да, чтобы пленники не сбегали. Да, пленники не ну сбегали. И вот я читал «Червоном страннике», как кто написал, не помню. Вот как-то так. Лесков? Ну да, наверное, Лесков. Я так понимаю, это гостиный двор. Почему узнаю? Потому что все гостиные дворы, они одинаковые. Что в Питере, что в Казани, вот в Уфе. Вот, они по единому проекту строились, и там располагаются торговые лавки, так понимаю, еще и гостиницы. Вот расскажите что-нибудь о вашем гостином дворе, чем он отличается и чем знаменит. Наш гостиный двор – это место, о котором мечтали уфимцы. Да, это первый торговый центр нашего города. Дело в том, что еще в начале 19 века гостиного двора не было. И наши купцы, после того, как наш город объявили губернским, стали стремиться к тому, чтобы в нашем городе был свой гостиный двор. И благодаря их активностям, благодаря активной деятельности губернатора, у нас появляется гостиный двор ближе к середине 19 века, как самый крупный центр торговли в нашей губернии. Наша губерния статус, да, получается, получила губерния в 1865 году. И вот с этого момента наш город начинает развиваться как крупный торговый город, так как с востока к нам сюда привозили металлы, там находились горные заводы, также с востока везли лес, ну и славились мы еще медом, а также пушниной.